Здравствуйте, эфир Первого городского продолжает программа «Из первых рук». И сегодня мы поговорим об административно-процедурно-процессуальном кодексе Республики Казахстан. И у нас сегодня в студии Кабульдинов Азамат Казбекович, судья суда города Актубе. Азамат Казбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот касаемо этого кодекса, все-таки хотелось бы для начала узнать, что он будет регулироваться и когда вводится в действие. Административный процедурно-процессуальный кодекс вступает в действие с 1 июля этого года. Данный АППК кодекс направлен на регулирование общественных отношений, связанных регулирующих взаимоотношения между гражданами, юридическими лицами и государственными органами. То есть здесь будет проверяться качество оказываемых услуг, ответы, действия, бездействия, которые совершаются со стороны государственных органов. Все жалобы, иски, которые граждане, если посчитают, что их права и интересы нарушены, они в соответствии с этим кодексом могут обратиться в суд за защиту своих интересов. А вот этот вот кодекс, какие плюсы есть у этого кодекса и какие задачи, получается, он будет решать еще? Административно АППК – это новый инновационный кодекс. При его разработке были заложены совершенно новые институты, которые дают инструменты как суду, так и гражданам, юридическим лицам для реализации своих прав, законных интересов во взаимоотношениях с государственными органами. Он как-то упростит, может быть, по времени или каким-то образом, потому что есть такое понятие у вас как досудебное еще, да, я так понимаю? Да, здесь вводится такое понятие досудебная стадия, то есть после обращения в государственный орган, если человеку отказали в его просьбе, то он должен обратиться с жалобой в вышестоящий орган. Например, если городской акимат обратился, то в последующем он должен обратиться в областной акимат. Да. И только после того, если там откажут ему в удовлетворении жалобы, то он может обратиться в суд. Азамат Казбекович, а вот еще один такой момент. В случае, если в областном акимате не дали того ответа, который он ожидал, может ли он обратиться в прокуратуру, в Нур-Отан и только после этого прийти к вам? Да, АППК не ограничивает права граждан на обращение в иные органы, и прокуратуру, и Атамекен, и другие органы, но для обращения именно в суд ему необходимо пройти эту стадию обжалования в вышестоящий орган. Но если он сразу приходит к вам, вы объясняете ему, да, что для начала ему нужно обратиться, к примеру, если речь идет все-таки о городском акимате, далее об областном, и только после этого вы возвращаетесь к нам. Да. Сначала ему данный иск не подлежит рассмотрению, ему возвратится этот иск с разъяснением, что ему необходимо сделать. И после того, как он устранит эти недостатки, потом он может обратно вернуться в суд. Вот новшества кодекса, какие они, каковы? Здесь очень много инновационных новшеств. Вводится активная роль суда, вводится понятие такое, как денежное взыскание. Новые принципы вводятся, которые ранее не были даже не предусмотрены. Новые принципы действия АППК, а также новые принципы взаимоотношениях между государственными органами. Также здесь новые сроки. Опять же, я говорил, что вводится досудебная стадия. Очень много здесь положительных моментов вводится, которых даже если у нас эфирного времени не хватит, чтобы я всех озвучил. Но я заверяю, что здесь очень этот кодекс воспринимается как положительный, именно в интересах граждан человека принимается. Ну вот, чтобы не все перечислять, давайте основные просто перечислим пункты. Вот меня заинтересовала такая позиция, как активная роль суда. Это что такое? Ну, например, если сейчас в действующем законодательстве у нас равноправие сторон действует, это что суд он является беспристрастным, и, как знаете, чаша весов, да? Каждая сторона в свою чашу ложит свои доказательства. И суд взвешивает их, да. Но когда человек или гражданин судится с государственным аппаратом, ему тяжело судиться, так как со стороны государственного аппарата имеется мощный административный ресурс, и в основном все доказательства, которые необходимы человеку, они находятся в этом госоргане. То есть все факты, которые связаны с его обращением, они остаются там в архивах и у них же в кабинетах, да? А у человека, кроме того, что его заявление, которое он подал туда, ничего нету. И ему было как бы сложно это доказывать.
Теперь же вводится активная роль суда. Она заключается в том, что человеку достаточно заявить только за иск и доказать, что он обращался, вступал в какие-то взаимоотношения с государственным органом, а суд сам будет истребовать эти доказательства у государственных органов, по своей инициативе может запрашивать дополнительные доказательства и будет все делать, лишь бы докопаться до истины, установить правду. То есть не нужно будет физическому лицу писать письмо для того, чтобы, да, предоставьте через суд такие-то документы. То есть здесь больше и ваша работа будет. Да, ну, конечно, никто теперь не убирает совсем, чтобы человек, когда обращается, чтобы ничего не делал. Но если когда затруднительно, если он может представить доказательства, он представляет, потому что это же в его интересах. Но если у него нет такой возможности, или он не знает, или не может по своей там малограмотности или там состоянию здоровья, то суд сам должен исследовать, истребовать. Если он и не истребует, то это будет уже следующей инстанции будет минус для суда, который не истребовал эти доказательства. Не займет ли это по времени больше срок рассмотрения дела в суде? Да, здесь предусмотрены, вводятся такие понятия, как разумный срок, увеличиваются сроки рассмотрения до полугода по каждому иску. Ну, конечно, не каждое дело, там суд теперь говорит, что полгода будет рассматриваться. Ну, разумный срок. Если доказательства сразу представлены и все налицо, можно даже в течение месяца вынести. Но если есть необходимость истребовать дополнительные доказательства, исследовать что-то новое, то сроки здесь гораздо более предоставлены для более основательного рассмотрения. А вот второе понятие, которое вы озвучили, денежное взыскание, что это? Вот, денежное взыскание, это не следует путать его с денежным штрафом. Денежный штраф – это административное взыскание, которое накладывает, влечет за собой правовые последствия для человека. То есть здесь у него уже будет и в базе данных правоохранительных органов, и УПС, и суд, и прокуратуре, он будет уже числиться как привлеченный к административной ответственности. А денежное взыскание здесь не влечет никакой для него последствий, но он должен будет оплатить доход государства, виновное лицо, от 10 до 100 месячных расчетных показателей. Ну, для примера, один месячный расчетный показатель – это 2917 тенге. То есть от 30 до 300 тысяч тенге суд может за нерадивое отношение, за неуважение, за проявление неуважения к суду, за неявку в суд без уважительной причины, за непредставление отзыва, или же удержание доказательств, или невыполнение требований суда, невыдержка сроков, которые указываются, суд может по своему усмотрению наложить такое денежное взыскание и на чиновников и на госорган. Вот из всего, что вы сейчас рассказали, все-таки преимуществ, да, очень много, и люди будут более ответственны. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы поинтересоваться, какие изменения повлечет данный кодекс? Ну, на данный АППК возлагаются большие надежды, так как практически на просторах СНГ мы последними принимаем этот кодекс. Ранее уже приняли его после 90-х годов сразу же страны Прибалтики. В настоящее время он уже действует в Туркменистане, Узбекистане, Украине. И теперь с его введением большие такие на него планы, что это подстегнет госслужбу, государственный аппарат к улучшению качества своей работы, достижению прозрачности в его деятельности. И то, что государственный аппарат повернется лицом к человеку, гражданину, для улучшения его качества условий, качества жизни. То есть, как говорил президент, краеугольным камнем во всех этих реформах является человек. То есть вся госслужба должна работать на обеспечение комфортных условий жизни для граждан Казахстана. Вот об этом можно говорить именно на примере других стран, да, у которых действует данный кодекс? Да. Как показывает международный опыт, с принятием административного кодекса сразу же увеличивается количество жалоб, исков на действия государственных органов, так как люди уже видят эффективность действия данного закона по отношению к госслужбе.
и в 4-5 раз увеличивается количество жалоб, и удовлетворяемость же тоже увеличивается данных жалоб. Если в настоящее время по количеству поступивших исков удовлетворяемость исков составляет 30%, то международный опыт показывает, что он поднимается до 70%. Это почти что 2/3 исков, поступивших в суд, будут удовлетворены. Но это будет первое время, как показывает международный опыт. Но через 4-5 лет государственный орган все-таки начинает исправлять свои методы работы и соблюдать законодательство. То есть в соответствии с требованиями уже начинает рассматривать обращения граждан. Мне кажется, здесь немаловажным пунктом еще необходимо отметить, что в данном случае со стороны физических лиц, да, простых граждан, будет большее доверие к суду, потому что большинство обывателей, они бросают такую цитату, как «я обращусь в суд», да, «я подам на тебя в суд», но дальше этих слов, как правило, не идет действие их. В данном случае, мне кажется, да. Да, вы совершенно правы. Здесь доверие к суду, конечно, в разы подрастет, так как, еще раз, как я ранее уже говорил, то, что человеку теперь достаточно будет подать только иск, а все остальное большая ответственность возлагается на суд. То есть здесь действует принцип виновности, презумпция виновности государственного органа. То есть при подаче иска госорган уже считается априори виновным, и он должен доказать теперь, что он сделал все правильно по закону. Это уже для госслужбы здесь требования ужесточаются, но они как бы будут способствовать дисциплинировать, чтобы в последующем не занимались отписками. В то же время, хотя маленький такой нюансик, да, то, что если госорган указал в своем письме одно основание и не указал другое, обычно как отписка занимается, просим, обратитесь в суд или еще в другой орган. Да? Есть такая цитата, в самом конце они обычно подчеркивают. И в суде, когда будут оспаривать их действия, они уже не смогут ссылаться на другие основания, только на те, которые они сослали в своем ответе. Это будет жесткая мотивация для них, когда будут давать ответы. Азамат Казбекович, еще один такой момент. Все-таки имидж государственного служащего тоже в данном случае будет, мне кажется, только увеличен, потому что, да, если в данном случае он выиграет суд и будет ссылаясь на все свои правила, законы, да, и постановления, то, мне кажется, тоже в данном случае вырастет их роль. Еще один такой вопрос. Вот мы с вами сегодня говорим, да, приводим примеры и говорим о преимуществах данного кодекса, но, может быть, у вас есть статистика, когда вы можете привести определенные цифры, физические лица часто ли подают в суд на госслужащих и часто ли выигрывают? То есть есть какие-то пропорции такие? Да, как я уже говорил, то в настоящее время проценты выигранных дел составляют около 30%. Но после принятия, как показывает международный опыт, данный процент выигранных дел возрастает до 70%. И количество жалоб, исков увеличивается в 4-5 раз. Это показывает международный опыт. И, соответственно, ожидается и у нас такой наплыв. Но вместе с наплывом, конечно, будет и возрастать нагрузка на суды, но в настоящее время идет большая подготовительная работа в судах. Будут создаваться новые административно специализированные межрайонные суды, которые будут работать именно в соответствии с этим кодексом, новому закону. Огромное вам спасибо, что сегодня пришли в студию, разъяснили, потому что до времени, когда будет принят закон, до 1 июля, время еще есть, но тем не менее, мне кажется, всегда интересно, чтобы наши телезрители узнали, что будет такой кодекс. Ну и до 1 июля ждем вас в нашей студии вновь для разъяснения. Я напомню, что у нас сегодня в студии был Кабульдинов Азамат Казбекович, судья суда города Актобе. Сегодня говорили об административном процедурно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, который будет введен в действие с 1 июля 2021 года. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. Генеральный партнер программы ТО КТП.